Здравствуйте, в эфире обзор чрезвычайных происшествий, в студии Юрий Осипов. Жительница Якутска, по неосторожности задавившая работника автосервиса, предстанет перед судом. Об этом сообщает Следственный комитет по Якутии. Напомню, что в апреле она при въезде на смотровую яму гаражного бокса автосервиса не убедилась в безопасности своего маневра и по неосторожности нажала на педаль газа. Автомобиль набрал скорость и совершил наезд на мужчину. В результате он скончался на месте происшествия. Следствием изучены кадры видеозаписи с камеры наблюдения, установленной в автосервисе, проведены допросы и комплекс иных следственных действий. Женщина признала вину в совершенном преступлении и дала следователю последовательные показания об обстоятельствах произошедшего, пояснив, что испугалась сложности маневра и перепутала педали. Сейчас дело передано в суд. В отношении судебного пристава возбуждено уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями в Аймиконском районе Якутии. Следком сообщает, что в ноябре 2018 года пристав с целью освобождения своей матери от исполнительного производства о взыскании задолженности по оплате коммунальных услуг на сумму свыше 46 тысяч рублей вынесла электронное постановление об окончании и возвращении исполнительного документа взыскателю. В качестве основания пристав указала невозможность установления местонахождения должника, его имущества, а также отсутствие сведений о наличии принадлежащих ему денег и ценностей. В настоящее время по уголовному делу проводится расследование. Полицейские установили подозреваемую в краже из магазина в Вилюйском районе. Установлено, что неизвестная похитила с витрины магазина посуду. Ею оказалась 31-летняя женщина. Она зашла в магазин под видом покупательницы. Убедившись, что за ней никто не наблюдает, она похитила сковороду и кастрюлю, спрятав посуду в сумку. Похищенная женщина оставила себе для личного пользования. Полицейские задержали мужчину за похищение сумки у пенсионерки в Якутске. Злоумышленником оказался 33-летний мужчина, ранее уже судимый за кражу. Установлено, что вечером подозреваемый вошел в подъезд чужого дома и спросил у консьержки, сколько времени. Пожилая женщина повернулась, чтобы посмотреть на часы, чем и воспользовался злоумышленник. Он быстро похитил со стола ее сумку и сбежал. По словам подозреваемого, по пути он выбросил сумку, забрав банковскую карту. На карте был записан пин-код, поэтому ему не составило труда украсть оттуда деньги. В его отношении возбуждено сразу 2 уголовных дела – за грабеж и кражу. В отношении депутата одного из муниципальных образований Нижнеколымского района возбуждено уголовное дело за приобретение и использование поддельного диплома о высшем образовании. Об этом сообщает прокуратура Якутии. С 2014 года он, купив в Новосибирске за 100 тысяч рублей диплом о высшем образовании, предъявил его в администрацию муниципального образования, устроившись на его основании на работу на должность главного специалиста. При этом, согласно материалам уголовного дела, обвиняемый в высшем учебном заведении не обучался. В архиве института данных о выдаче ему диплома не имеется. Сейчас уголовное дело уже направлено в суд, а диплом изъят из оборота. Боливийская полиция в мае нашла и уничтожила 3 крупные фабрики по производству крека. Все они находились в гуще заповедных лесов. Подробности в репортаже Анастасии Дмитриевой. Боливийские власти утверждают, что нанесли серьезный удар по производителям кокаина в стране после обнаружения и уничтожения 3 фабрик, которые, по их словам, могли производить до 910 килограммов крека каждый день. Покрытое брезентом подпольное производство полиция нашла в лесных заповедниках и национальных парках. Хайме Мамани, замминистра социальной защиты и контроля за оборотом наркотических средств, заявил, что за последние 4 месяца боливийские отряды изъяли более 7 тонн кокаина. Мы проводим операции по всей территории нашей страны, вдоль границ и районов, до которых ранее не доходила борьба с незаконным оборотом наркотиков. Полиция также возобновила уничтожение посевов коки в Лос-Юнгасе и Эль-Чапаре. Тьерри Растан, представитель управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности в Боливии, заявил, что пандемия, связанные с ней экономические трудности и безработица, привели к резкому росту как культивирования коки, так и производства наркотиков. Преступники всегда будут пытаться экспортировать и торговать веществами, а в период кризиса некоторые люди ищут способы выжить, поэтому присоединяются к организованным преступным группировкам. Это реальная проблема. По словам Растана, поскольку в прошлом году из-за пандемии полиция не контролировала посевы, в этом сезоне ожидается резкий рост объемов собранного урожая. Это был обзор чрезвычайных происшествий. Берегите себя и до встречи в эфире.